В эфире интервью на телеканале БСТ. Сегодня у нас в гостях президент волейбольного клуба «Урал» Валерий Пагметов. Здравствуйте, Валерий Николаевич. Здравствуйте. Я предлагаю начать с выступления национальной сборной, учитывая, что в тренерский штаб ее входит главный тренер «Урала» Игорь Шулепов, который долгое время не находился в стане команды, а в национальной сборной работал. И теперь, видимо, вернется после того, как команда закончила выступление на чемпионате Европы. Да, Игорь Шулепов, по всей вероятности, через 2 дня приедет к нам на родину, сюда, в Уфу, и заступит на тренерский мостик. Клубу надо готовиться, команде готовиться к чемпионату России, к Кубку России. По поводу проигрыша вчерашней игры, наверное, наши играли четвертьфинал с поляками. Игра получилась очень зрелищная, очень эмоциональная, особенно со стороны поляков. Играют у себя дома, полон зрительный зал. Очень тяжелая была атмосфера для нашей команды. Все-таки мы надеялись, что ребята смогут и выдержат такой натиск, но не совсем все получилось, что мы ожидали. В результате команда четвертьфинал не прошла. Очень интересные люди в нашей команде. Я не помню такой сборной, чтобы такой был подбор игроков, но мне кажется, что ребятам чуть-чуть еще не хватает игрового опыта, им нужно время сыграться, получить игровой опыт, и проигрыши, и выигрыши, все бывает, закалиться. И я думаю, что команда к чемпионату России, к чемпионату мира в 2022 году будет готова максимально. Уралу каково было готовиться без главного тренера к сезону? Главный тренер постоянно находился на связи. То есть весь тренировочный процесс, который проводил Лисицкий, все это с ведома главного тренера. Но все равно дистанционное управление – это не живое управление. И хотелось бы, чтобы он был здесь, но на него накладывались задачи работы в тренерском штабе сборной России. Я думаю, что команда старалась, команда тренировалась. Я лично наблюдал за тем, как люди работают, как стараются. Я думаю, что, конечно, участие первого лица, безусловно, важно. Но я думаю, что здесь такой проблемы особенно нет. Завершила команда первый этап Кубка России в Оренбурге. Как вы оцениваете его итоги, учитывая, что было одержано 2 победы и 2 поражения? Во-первых, у нас не весь состав еще был. Сейчас к нам приезжает легионер, француз. Только что появился у нас центральный, опытные игроки. Играли в основном молодежью, в основном играли, не будем говорить, не основным составом. Но задача была не выиграть и не победить. Задача выйти в следующий этап, а это из 5 надо занять, попасть в 4. А основная задача тренерского штаба была пробование сил новичков, наигрывание молодежи, то есть схемы игровые просмотреть. То есть основная задача была как подготовительный этап, использовать этот этап Кубка России. Я считаю, что всем дали поиграть, всех посмотрели. 2 игры выиграли, 2 проиграли. Это не основное. Сейчас тур будет у нас в Уфе. Я думаю, что задача тренерская выполнена. И мы всех ребят, которые будут в этом году играть, посмотрели. А на второй тур какие задачи будут стоять перед тренерским штабом? Задачи остаются те же. То есть продолжая смотреть. Уже будет вырисовываться основной состав, будет вырисовываться схема игровая, будет вырисовываться картинка основной команды, замен тех, кто будет участвовать в чемпионате. То есть вот этот этап второй, он тоже как подготовительный к чемпионату России. Как оцениваете молодежь нашу? Молодежь у нас есть. Но хотелось бы, чтобы уровень мастерства более был высок у них. Это Иваньков и Пивоваров. Пивоварова поставили в состав. Я ожидал худшего, но он удивил. Достаточно было приятно посмотреть, что человек уже
практически готов к тому, чтобы стараться попасть в состав команды Суперлиги. То есть сейчас два воспитанника башкирского волейбола в составе Урала? Нет, у нас еще Рыбаков и Феоктистов. Феоктистов капитан команды в этом сезоне? Да, они в составе играют, да. Вот плюс эти два молодых парня подходят. Ну, я считаю, что мы идем по правильному пути подготовки резерва. Вот так вот. А расскажите о системе клуба, потому что есть еще и Тархан, команда высшей лиги, и есть еще Беркут и Урал. Изначально, с моим приходом в 2019 году, мы сразу выстроили систему подготовки резерва в команду мастеров, команду Урал. Беркут и Урал — это начальный этап набора игроков молодых, перспективных. Следующий этап — это Тархан, где ребята обыгрываются уже в высшей лиге А. И лучшие из лучших привлекаются уже в команду мастеров. Вот эта схема, вот такая система, она у нас уже работает третий год. Результат — это вот Пивоваров и Иванков. Вот это результат вот этой первой схемы. Далее идет еще несколько человек за ними. То есть нарабатываются этапы подготовки наиболее талантливых детей. И такие ребята у нас уже поэтапно будут появляться и приходить в первую команду. А вы уже упомянули о том, что французский новичок в команде появился. Расскажите о нем чуть более подробно. Вы знаете, это опытный игрок, который поиграл в сборной Франции в свое время. Он в том году у нас играл Перин из Канады. Да? Это примерно такого же амплуа игрок, который держит общую игру, прием, общая игра. Достаточно психологически устойчивый человек. То есть вот именно на той роли, на которой играл Перин в том году, этого мы планируем француза на эту роль и поставить. Не знаем, как получится, но планы такие. Недавно прошло важное мероприятие в Уфе, ровно год до начала чемпионата мира, который состоится в 2022 году. Как, во-первых, прошло это мероприятие? Ну и, во-вторых, как оцените подготовку на данный момент? Ну, прошло. В этот период старшая команда, она была на турнире в Петербурге. Значит, играла молодежь наша в «Динамо», а до этого был включен обратный отсчет года до чемпионата мира. Очень приятно, что на этом мероприятии присутствует Ради Фаридович и другие гости, где мы в торжественной обстановке включили вот этот обратный отсчет, и время пошло. Надеемся, что Уфа у нас всегда славится проведением международных соревнований. Оценку давали самую наивысшую, я имею в виду волейбол, ну и, наверное, и не только волейбол. Поэтому мы надеемся, что подготовка будет вестись полным ходом к чемпионату мира. Ну и хотелось бы, чтобы наша сборная здесь достойно выступила. Смотря еще кто будет в нашей здесь этап, это же будут этапами проходить во многих городах, в 10 городах России. Кто из нас попадет, из этих команд попадет к нам? Ну, есть ли вероятность, что это будет Россия? Или вероятность, если это будет жеребьевка, 30 числа проходить в городе Москве. Мы туда 30 едем. сентября? Да, сентября, там будет жеребьевка, и мы будем знать, какие команды появятся у нас. А расскажите, какие задачи перед Уралом ставятся на новый сезон, учитывая еще и очень успешный предыдущий, ведь команда за долгое время лучший результат показала. Мы сейчас ждем приезд главного тренера. Я думаю, что на днях он появится. Мы будем озвучивать задачу, которую мы поставим перед командой. Но это должна быть консультация с главным тренером. И мы, судя по этим турам, которые пройдут, сейчас Кубок России, второй тур, мы уже определимся, обозначимся. Но неотъемлемая часть задачи, которая это изначально надо попасть в плей-офф. Это десятку попасть. А там мы планируем не опускаться ниже прошлогоднего места. Потому что 7-е место — это очень высокое место. Перед 7-м это 6-е. Ну а 5-е это уже Еврокубки. То есть мы очень близки. Но задача ставится сначала изначально. Плей-офф это уже даже не обсуждается.
а с приездом главного тренера мы будем уже конкретно определенную задачу ставить перед командой. Сейчас времена непростые. Расскажите, что со зрителями будет в новом сезоне? Будут ли они посещать матчи Урала? Ну, пока разрешено 50% зрителей. Пока. Мы надеемся, что все-таки зритель, это будет зависеть от того, как будет развиваться наш карантин. Хотелось бы, чтобы зритель ходил, потому что без зрителя играть очень тяжело и очень плохо. И в основном-то это же для зрителя все эти игры проходят. Мы надеемся, что все-таки будет большее количество разрешаемых посещать волейбол. Но уже тут от нас ничего не зависит. А домашние матчи команда также будет проводить на «Динамо». В этом смысле таких изменений не планируется? Да, домашние игры все проходят на «Динамо». А расскажите, как обстоит ситуация со строительством центра волейбола? Мы все-таки думаем, что спортивный комплекс, наверное, должен появиться когда-то у нас, когда мы не знаем, это от нас не зависит. Это зависит от финансовой ситуации, как она будет развиваться. Но мы надеемся, что все-таки спортивный такой комплекс в ближайшие годы должен появиться в Уфе. Его не хватает. Расскажите еще и о детском волейболе несколько слов, буквально, как стоит ситуация, как готовятся у нас кадры в целом в республике. У нас есть 34-я школа, которая является опорной, откуда мы черпаем резерв. Вот в этом году к нам пришло один мальчик пришел к нам от них. Это неплохо. Если каждый год по одному человеку школа будет давать, то это здорово. А вообще эти школы, сегодня детские спортивные школы, они все заточены на массовость. То есть не на высшее мастерство, а на массовость. Поэтому талантливые дети там появляются, но в основном школы работают на подготовку на массовый волейбол. Для того, чтобы готовить резерв команды мастеров, необходим школа-интернат. У нас пока такой школы нет. Но мы мечтаем при строительстве комплекса, там запланирована школа-интернат. А в таком случае, как в нынешних условиях выявлять такие таланты, как Егор Феоктистов, Пивоваров? Ну, во-первых, тесный контакт у нас со всеми школами всей республики, детскими спортивными школами всей республики. Далее мы все-таки, у нас есть группа подготовки молодежная, куда мы привлекаем молодых перспективных ребят, и не только даже с нашего региона, талантливых молодых ребят. Вот, основываясь пока на этой группе, которой, конечно, не хватает, мы и черпаем таланты, и эти таланты начинают тренироваться в этой группе. Спасибо большое за сегодняшнее интервью, Валерий Николаевич. Я напомню, что сегодня в гостях у нас был президент волейбольного клуба «Урал» Валерий Багметов.